Здравствуйте, ребята! Тема нашего урока – трагедия любви в музыке. Увертюра «Фантазия» Ромео и Джульетта. Музыка – один из самых сложных видов искусства, так как она нематериальна, абстрактна и обращается к чувственному опыту человека. Музыка обладает мощной силой эмоционального воздействия на человека, благодаря палитре средств музыкальной выразительности, используемой композиторами. Петра Ильича Чайковского считают великим мелодистом XIX века. Давайте рассмотрим его творчество на примере увертюры фантазии «Ромео и Джульетта». Драматическое произведение, трагедию «Ромео и Джульетта», написал английский драматург эпохи Возрождения Уильям Шекспир. Автор увертюры фантазии «Ромео и Джульетта» – русский композитор XIX века Петр Ильич Чайковский. А теперь, ребята, давайте с вами вспомним историческую эпоху, страну, город, в котором происходит событие трагедии «Ромео и Джульетта». Событие трагедии происходит в средневековой Италии в городе Верона. Увертюра «Фантазия» Петра Ильича Чайковского «Ромео и Джульетта» написана в сонатной форме. Сонатная форма, форма сонатного аллегро, состоит из 5 разделов: вступление, экспозиция, разработка, реприза, кода. Обязательные разделы сонатной формы – экспозиция, разработка и реприза. Необязательные разделы сонатной формы – вступление и кода. Увертюра начинается с рассказа брата Лоренцо о трагических событиях, произошедших в прошлом. Вспоминая эту печальную историю, брат Лоренцо как бы заново переживает все происходящее. Он нервничает, его дыхание прерывается от волнения. Ему трудно дышать и дальше скрывать эту тайну. Брата Лоренцо мучает совесть рассказать, покаяться, снять камень с души. Он, как священник, должен был помочь влюбленным, спасти их жизни и любовь. Брат Лоренцо начинает свой рассказ. В городе Вероне жили 2 знатные семьи – Монтекки и Капулетти. Много поколений длилась вражда и ненависть между ними. В музыке слышатся удары мечей средневековых рыцарей. Мелодия состоит из острых, коротких, повторяющихся интонаций, ведь в настоящей драке все движения резкие и напряженные. Образ борьбы, смертельной схватки 2 непримиримых родов Монтекки и Капулетти раскрыт в главной партии увертюры. О чудо! Как прекрасный росток, пробивающийся сквозь опустошенную и раскаленную сквозь землю, звучит нежнейшая мелодия. Это тема любви юных Ромео и Джульетты.
Музыка напоминает колыбельную песню. Струнные, смычковые и деревянные духовые инструменты поют чарующую мелодию. Растаяли звуки чарующей мелодии. Зная строение сонатного аллегро, мы ожидаем появления главной побочной партии увертюры, драматического столкновения между ними. Но что это? Вместо главной партии появляется тема брата Лоренцо. Брат Лоренцо продолжает рассказ. Хотя любовь их все непобедимой, они пока еще разделены. Исконная вражда между ними разрыла пропасть страшной глубины. В ее семье Монтекки ненавидят, в глазах родни Ромео не жених. Когда и где она его увидит, и как спасти от ненависти их? Но как изменился этот человек? Перед нами предстоит сильный и мужественный человек. Ведь чем сильнее становилась вражда, тем сильнее было желание человека защититься. В музыке слышится страшный призыв брата Лоренцо к примирению во имя спасения жизни и любви, но нет предела вековой вражде.
Реприза начинается со звучания обезумевшей от ненависти темы вражды. Еще яростнее и беспощаднее раздаются удары мечей. Неужели никто не может остановить эту войну? Только любовь может преодолеть и страх, и вражду, и ненависть, и смерть. Тема любви наполняется звучанием. Это уже не чарующие, убаюкивающие колыбельные, а сильная, великолепная мелодия, противостоящая теме вражды. Тревога и напряжение в музыке усиливается, а после удара большого барабана возникает неожиданная пауза. Все кончено. А что же дальше? Особое значение приобретает заключительный раздел – кода. Это не просто завершение произведения, это его смысловой итог. Состояние напряжения, борьбы, острого драматизма
переходит в иное качество звучания. Мы слышим в музыке коды погребального шествия. Однако в самом окончании увертюры наступает просветление. Заключительные аккорды звучат как гимн высокому и сильному чувству любви. Итак, на этом уроке мы познакомились с образами трагедии «Ромео и Джульетта» и узнали, как композитор Петр Ильич Чайковский воплотил свой замысел в произведение в сонатной форме. На этом я заканчиваю урок. До свидания, до следующих встреч.